2015 года вот сделали мини-ферму. На мини-ферме Саттаровых 14 коров. Ежедневно сдают по 150 литров молока. Большая семья живет на эти деньги, но последние 2 месяца оплату за продукцию не получают. По словам фермера, ему задолжали 150 тысяч рублей. Целый день работаем, вот, до 6 вечера, вот в 4 утра встаем. Не знаю, сколько продержимся, но народ уже все сокращает КРС. В таком же положении больше 100 личных подсобных хозяйств. По словам жителей, 15 лет они сдают молоко в сельхозкооператив «Большие Тиганы». Он находится в соседнем Алексеевском районе. Договор жители ни с кем не заключали, в кооператив не входили. Раньше оплату за молоко предприниматель не задерживал. Это улица Садовая. И по словам местных жителей, еще пару лет назад в каждом доме здесь держали коров. Когда цены на молоко резко упали, многие не смогли себе этого позволить и продали скот. А те, кто оставил, сейчас в очень тяжелом положении. Денег еле хватает на то, чтобы содержать животных. По подсчетам жителей, долг кооператива перед ними больше 2 миллионов рублей за май и июнь. Мы работали с ним очень долго. Сначала он платил хорошо, поэтому мы ему доверяли. Хотя он вот столько времени задерживал наши деньги, мы ему доверяли. Мы думали, что он нам заплатит. Крыс у меня очень много. У меня пенсионеров нету. Я работаю сама сутками. У меня тоже муж уезжает, тоже работает сутками. Как оказалось, пострадала не только татарская Адельшина. Жалуются и жители соседней деревни. Я звонила, бухгалтерию звонила. Будем платить. Ну, хотя бы, говорю, по частично. Я говорю, согласна, даже вот в частичном, ну, по 2, по 3 тысячи платить. Я на это согласна. Я живу на эти молочные деньги, как говорится. По словам жителей, посредником между ними и кооперативом был молокосборщик Марс Хайрулин. Он утверждает, молоко сдавал в кооператив «Большие Тиганы». Последний раз с ним рассчитались за апрель. Эти деньги жителям он выплатил. Обманывать сколько можно? Уже 2 месяца же. Вот за этого я сам остановился. Не буду больше с ним работать. Обещает, сколько смогу, я заплачу, говорит. По 10 тысяч, по 15 тысяч. Я кому отдам это? 10-15 тысяч. Мы связались с руководством кооператива. Там заявили, молоко от жителей деревень они не принимают. Я являюсь председателем СПСК «Большие Тиганы». Да. Данное юридическое лицо у населения молоко не собирает и не собирало. Вы что от меня хотите? Кому я должен? Как нам пояснили в сельхозуправлении Алексеевского района, молоко у жителей кооператив собирает. Это подтверждают ежеквартальные отчеты. Кооператив занимается сбором и переработкой молока. Основную часть они собирают в Чистопольском районе. Они каждый квартал сдают бухгалтерский баланс в сельхозуправлении, отчитываются о своей деятельности. Молокосборщик, он, ну, так скажем, такой проблемный. В сентябре, да, вот уже начались у них там такие проблемы. И, значит, нами, то есть мной, специалистами сельхозуправления, главой сельского поселения было рекомендовано обратиться к другим молокосборщикам. Один из жителей написал заявление в прокуратуру. В настоящее время по доводам изложенного обращения проводится проверка исполнения требований законодательства, по итогам которой будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Жители собираются писать коллективное обращение. Они надеются, что до этого не дойдет и руководство кооператива выплатит им деньги. Алена Струминская, Алмаз Зиединов, ТНВ, Чистопольский район.